У Екатерины Чакусты, долгожительницы муниципия Камрад, было 7 братьев и сестер. Сейчас осталась единственная. У нее 5 классов образования, а трудовой стаж – вся жизнь. Екатерина росла, лелея мечту стать врачом, но из-за тяжелой болезни матери не смогла закончить школу и пошла сразу работать. Я работала в колхозе 12 лет. В 1962 году пошла работать на птицефабрику. Выращивали курей. 45 тысяч курей было на птицеферме. Была передовиком труда. Заняла первое место по району. В подарок получила холодильник и медаль. С тех пор каждый год занимала первое место. Во времена СССР поехала в Москву, где меня за первое место наградили золотой медалью труда. И до сих пор там моя фотография сохранилась. В Камраде Екатерина Чакуста прожила всю жизнь. Сейчас живет одна в том самом доме, куда пришла после замужества. В декабре ей исполнилось 95 лет. Рядом живут дети и часто навещают. Раз в неделю, а то и чаще внуки с семьями. Бабушка ждет, любит всех, встречает. Замуж она вышла в 18 лет. Родила 5 детей почти друг за другом. Но в декрете не сидела ни дня. Ночью просыпалась, пекла хлеб. В 5 утра надо было вставать на работу. Зимой возвращались поздно домой, в 8 вечера. Уже темно. Мне супруг помогал. Он кушать готовил, я хлеб пекла. Я на работу ходила. Рядом был садик. Дети все там были. Детям Екатерина Чакуста и ее муж дали то, чего были лишены сами – образование. Все 5 вошли во взрослую жизнь, имея гораздо больше возможностей, чем их родители в юности. Уже много лет Екатерина Чакуста вдова, но никогда не остается одна. У нее 13 внуков и 28 правнуков. Марина Топал, Сергей Георгиев, Евгений Мельник, ГРТ Новости.